Добрый день, ребята. Третий класс, русский язык. Сәлеметсіз достар, үшінші сынып, орыс тілі сабақ номер 45, великий сказочник. Урок номер 45, великий сказочник. Итак, и сегодня на уроке ты сможешь писать раздельно предлоги со словами, понимать и определять тему, основные части, начало, середина, концовка в тексте. Итак, пишем красиво. Сказки Андерсена. Итак, упражнение 1. Послушай текст, о ком ты узнал, какие сказки Андерсена ты знаешь. Знаменитый датский сказочник Ганс Христиан Андерсен родился в городе Оденсе. Отец его был бедным башмачником, а мама прачкой. Отец мастерил для него чудесные игрушки и даже сделал настоящий кукольный театр. Маленький Ганс Христиан больше всего на свете любил слушать сказки. Их рассказывал ему отец. Мальчик и сам начал придумывать сказки, но рассказывать их взрослым стеснялся. И эти первые сказки Андерсена слушал только старый кот. Так, башмачник Кебестыгуше, прачка Кыржуша, стеснялся Ялда. В каком значении? В переносном предложении. В первом предложении в тексте употреблен предлог «в» вместо действия или времени. Итак, давайте ответим на вопросы. Какие сказки, о ком ты узнал? Мы узнали о Гансе Христиане Андерсене, великом датском сказочнике. Какие сказки мы знаем? Мы знаем сказки Андерсена, такие как «Снежная королева», «Гадкий утенок», «Стойкий оловянный солдатик», «Дюймовочка». Знаменитый датский сказочник Ганс Христиан Андерсен родился в городе Оденсе. Предлог «в» здесь указывает на место действия, так как отвечает на вопросы, где родился, в каком месте в городе Оденсе. Упражнение номер 2. Собери пазлы по цвету, запиши предложение. Итак, получившиеся предложения. Мальчик любил слушать сказки, семья жила очень бедно, он начал придумывать сказки. Упражнение номер 3. Прочитай выразительно, о чем ты узнал. Запиши предложение, раскрой скобки. Итак, давайте сразу ответ. Любая веточка или палочка оживали воображение Андерсена и рассказывали свои истории. Из этих историй рождались его сказки. В «Гадком утенке» Андерсен описывает свой путь к славе. К лучшим сказкам Андерсена относятся «Снежная королева», «Стойкий оловянный солдатик», «Дюймовочка». Прочитайте краткое содержание начала сказки Андерсена «Гадкий утенок». У молодой утки, которая жила на птичьем дворе, появились птенцы. Один из них не был похож на утят. Над ним все смеялись. Малыша клевали и щипали, обзывали и подгоняли. Тогда гадкий утенок решил сбежать с птичьего двора. Несколько дней утенок жил в доме у доброй старушки. Но кот и старая курица обижали птенца. Утенок опять убежал. Составьте при помощи учителя карту истории по прочитанному отрывку. Откуда убежал утенок, почему над ним все смеялись, у кого потом жил утенок, почему он опять убежал. Итак, здесь первый родился утенок, второй не был похож на утят, затем он сбежал с птичьего двора, несколько дней жил у доброй старушки, кот и старая курица обижали его. Прочитайте краткое содержание концовки сказки. Чему учит эта сказка? Наступила зима, один крестьянин спас замерзшего на озере утенка. Но жена и дети крестьянина выгнали птенца. Наступила весна, и утенок встретил диких лебедей. Он поплыл навстречу красивым птенцам и вдруг увидел свое отражение в воде. Гадкий утенок превратился в прекрасного лебедя. Он был очень счастлив, но не возгордился. У него было доброе сердце. Продолжу составлять карту истории утенка. Кто спас зимой утенка на озере, кто выгнал из дома, кто встретил утенка весной, каким он стал. Наступила зима, и крестьянин спас утенка, и его семья выгнала птенца. Весной утенок встретил диких лебедей, увидел в воде себя в воде, он стал прекрасным лебедем. Он счастлив, но остался добрым. Сказка учит тому, что внешность может
измениться, но главное оставаться добрым и верить в себя. Прочитайте по ролям, расскажите, что нового вы узнали из разговора, дополните диалог. Из разговора мы узнали, что Ганс Христиан Андерсен родился в Дании, в городе Оденсе. Также, что он написал известные сказки, такие как «Принцесса на горошине», «Снежная королева», «Гадкий утенок» и «Дюймовочка». Оказалось, что каждому человеку нравятся разные сказки, и у каждого есть своя любимая. Диалог можно дополнить так. А мне больше всего нравится «Гадкий утенок». Он учит тому, что нельзя сдаваться и важно верить в себя. Да, это правда. Думаю, я тоже прочитаю ее. А какая же сказка тебе нравится? Мне нравится «Снежная королева». Она очень интересная и немного грустная. Да, я слышала о ней. Надо будет обязательно прочитать. Так, на этом все, ребят. Не забывайте подписываться, ставить лайки, писать комментарии, нажмите на колокольчик. До скорых встреч.